А если возвращаясь к вопросу влияния других национальностей и так далее, мы вот упомянули про компоненты нагайцев у татар, у крымских татар, у казахов и так далее. Есть ли это, прослеживается ли это в других нациях, там, тех же соседних нациях на Кавказе, там, черкесов, карачаевцев и так далее, и даже, может быть, у киргизов, и узбеков и так далее. И мы не говорим, я не слышал, что нагайцы там утверждают, вот ты там по фамилии или по роду ты нагаец, там, и называй себя нагай. Не навязываем свое как-то мнение и нацию. Опять-таки разобьем на три части. Первое, да, на Северном Кавказе. На Северном Кавказе нагайский компонент, он у некоторых народов, ну, не то что присутствует, а ощутимо есть. То есть это даже на генетическом уровне подтверждено. Вот, и самые тесные отношения это наши адыгские братья, да, кабардинцы, черкесы, вот, адыгейцы, да, у них это есть. Многие даже, вот я вот лично общался, да, у меня есть корни нагайские, говорят. Есть такое исследование Бейтуганова к истоку кабардинских фамилий. Там очень многие фамилии нагайские по происхождению. Вот я туда к этому исследованию отсылаю. Если про чеченцев говорить, да, есть Тейп Ногай. То Тейп, он как бы это уже чеченцы, но у них есть нагайские корни. Ну там и на самом деле не только ногайское влияние было, там Гумкей, это кумыки, там Гейберт Лой, по-моему, кабардинцы. То есть все, кто попадали в чеченскую среду, они как бы оформлялись потом как, ну, как такие тейпы, да. То же самое среди там, ну, осетин есть предания, что некоторые, да, там происходили. Есть это у карачаевцев Нагайлеевы, то есть это вот взаимодействие. И наоборот, в нагайскую среду тоже попадали, да, и там самые мощные, можно сказать, такие нагайские патриоты оказываются с черкесскими корнями. То есть это нормально. И наоборот, да, там черкесские патриоты, там Султан Хангирей, Хануко. Глобализация такая, да? Да, это совершенно естественно. Как вот один, да, мне недавно рассказали историю, черкесский аксакал здесь, в Турции, сказал, что мы были аталыками друг друга. То есть не было вот такой вот вражды. Они воспринимали друг друга именно, да, как и в русле ислама, и как вот соседи, да, то есть то, что сейчас вот какие-то, да, непонятки есть, это в большей степени, мне кажется, наше невежество, незнание друг о друге, да. А вот если бы мы обращались бы к истории, да, и были бы непредвзяты, то, мне кажется, многие вопросы бы были сняты. Вот, это один момент. Теперь насчет Средней Азии. Если мы будем говорить о Средней Азии, о кыргызах, да, вот я уже упомянул, есть такой источник Мажмут Таварих. Там приводится, что Ногай, да, он служил, как бы, Манас, простите, Манас, главный эпос кыргызов Манас. По кыргызским Санжара он от цара Ногоя происходит. Да. В эпосе Мажмут Таварих, то есть они в источнике Мажмут Таварих, да, на фарси, упоминается, что вот эти Ногаи, они как бы переселялись туда, в Среднюю Азию, и вот кыргызы тесно взаимодействовали. Там как бы, почему вот, да, вот, можно об этом говорить. Красный флаг у кыргызов. Там написано, под красным стягом хан Ногой вел войска на смертный бой, по-моему, и так далее. То есть там хан Ногой упоминается, то есть Ногай. Вот это вот пример. У туркмен есть, да, вот есть же ставропольские туркмены, наши братья, есть астраханские туркмены. Владимир Штрепалов их называет туркмены Ногайской Орды. То есть они были в Ногайской Орде были внутри, как и башкиры, но они были там башкирами, туркменами. Вот. Есть в Средней Азии, вот у узбеков род Ногай, это тоже встречается, или Ногай Кыпчак. Вот, то есть вот практически везде есть вот такие, да, отголоски, да, есть. По поводу, вот я насколько правильно понял, да, о том, почему мы не говорим, что вы там, да, вы если ногайский компонент имеете, да, вы почему не ногай, и почему, например, да, опять-таки встречный вопрос, почему в Астрахани вот так, да, там тут юртовские ногаи есть, почему мы там им доносим, да? Мы не можем никому навязать, во-первых, то, что вот ты нагаец, да, ты ногай. Почему? Потому что, ну, мало ли там, у меня могли какие-нибудь другие корни быть, да, но я уже там ассимилировался в эту среду, воспринял эту там культуру, да, и тогда там уже 600 лет прошло. Вот я знаю, у башкир есть рода ногайского происхождения, там в Шежере племени Ямурчик Кыпчак. Там прямо сказано, что те, кто подчинялся хану Ногаю, стали называться Ногаями из Кыпчаков, там и так далее, и так далее. И они сейчас это башкиры. Вот у них такие ценные сведения. Но сейчас-то это уже башкиры, там, извините меня, 500 лет прошло, все.
То же самое там, да, там, пускай там в чеченской, в адыгской среде, там Ногоевы фамилии есть. И что мы сейчас пойдем, скажем, ты нагайцы, пошли к нам? Но Да, это же глупо будет, да? В нашем случае у астраханских как? Вот мы слово «нугай» никуда не убирали. То есть я вот это слово «нугай» я слышал в детстве, да, но не было понимания, что это означает до конца. То есть мы на бытовом уровне просто «нугайга барам», эти юртовцы говорят, например, между собой. Там «а нашел айда была биптер нугай», это у этих, у юртовцев. То есть они себя, самое главное блюдо у юртовцев «нугай мялиш», нагайский пирог. То есть, записаны татарами, сами себя они продолжали нугай называть. Вот. И это было насильственно, можно сказать. И ну, мы сейчас тоже, если кто-то скажет, мне ближе татарская культура, мы же не можем сказать, не будь татарин. Это личный выбор каждого. Но наша задача просто хотя бы истину донести. А там каждый человек сам принимает решение, да, что ему ближе. Мне кажется, да, чтобы, ну, на моем примере, я какое-то время себя татаром считал в детстве, потому что у меня бабушка татарка, а я ее любимый внук. Вот. И старшая сестра моего деда сказала: «Балам сен татар, то сен нугай». А я и не знаю, что это такое. У бабушки это спрашивают, татар нугай, это одно и то же. К деду подошел, он говорит: ну да, Балам, действительно мы нугай. А он такой коммунист, ему как бы без разницы было, да. И вот я начал копаться, и вот я, как говорится, с вами. Все, понял. То есть это была просто глобализация того времени. И нагайцы и там есть, и у нас есть другие нации. Это нормальный процесс.